Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. На протяжении последней недели где-то я думал о том, надо ли вообще записывать это видео, но пришел к выводу, что надо, потому что моим моральным долгом я посчитал необходимым выступить в защиту джамаата, в котором я состоял. Речь идет о Комитете ингушской независимости, в отношении которой, по моему убеждению, Адам Аушев, известный как Абу Кавказ, позволил себе очень много лжи. Я буду ее опровергать, исходя из того, что я лично знаю, не исходя из чьих-то позиций, не исходя из чьих-то воззрений, а исходя из того, что лично я застал, что я знаю. Адам Аушев вошел в джамаат в то время, когда я уже был членом шуры, не только пресс-секретарем, но и членом шуры этого джамаата. И таковым я оставался до момента, пока Адам Аушев не ушел оттуда и далее. То есть весь период нахождения Адама Аушева в джамаате я был членом шуры. Я знаю о том, что там творилось, что там говорилось, какие там решения принимали, в том числе по Адаму Аушеву. Итак, первое, в чем Адам солгал откровенно, это в процедуре его принятия в джамаат. Адам Аушев говорит, что Ансар Гархва, амир джамаата, настоятельно, это я уже от себя говорю, настоятельно, так понимается из его слов, что он прям просил его вступить в джамаат. Из того, что я знаю, это неправда. Потому что я себе не мыслю, что Ансар пришел к нам в шуру, здесь отступление, и мы скажем о том, что в джамаат люди принимаются шурой, не Ансаром Гарху. Любой член джамаата может предложить своей кандидатуре вступление кого-то в группу, как было сделано со мной, например. Меня один из членов шуры предложил в комитет, шура одобрила, и таким образом я был принят в комитет. Потом встал вопрос, в том числе и об Адаме, и вот пошел процесс. Не с позиции, что нам надо взять Адама. Что вы об этом думаете? Не так звучал вопрос при обсуждении, а вопрос был поставлен так, что Адам предложил себя, свои услуги в помощи джамаату. Принимаем ли мы его в информационный отдел? Мы не принимаем его, естественно, в шуру, потому что в шуре, для того, чтобы принять шуру, есть правило, что человек должен год проявить себя, как минимум, и после того, когда год человек продержится в джамаате, его, опять же, при голосовании могут принять шуру. Он не был принят в шуру. Несмотря на то, кстати говоря, что он очень сильно туда хотел. Неоднократно туда напрашивался, хотя не раз ему говорили, что нет, так это не работает. Мы вот собрались, и нам Ансар вот это говорит. Предположить себе такое, что Ансар заранее знал, что Адам, значит, вот так будет себя в дальнейшем вести, поэтому вот так вот нам лгал, я не могу. Не могу себе представить ситуацию, при которой Ансар говорит, при том, что сам Адаму берет и предлагает, Адам, войди к нам, а к нам потом приходит и говорит, Адам нам предлагает свои услуги. Я это вообще отметаю. Невозможно это представить себе подобное. Так как, опять же, мы принимаем решение, принять его или нет. И Ансар не выступал с точки зрения, вот я за него вам ручаюсь, фуняк-маняк. Такого всего не было. Было прям хорошие конкретные дебаты по поводу его адекватности, потому что мы все знали, что он не совсем адекватный человек, но он обязывался держать себя в руках, делать то, что будет говорить ему амир, подчиняться которому он пришел в джамаат. Вот. Второе. Из того, что я знаю, как это все обсуждалось, при мне это все было, видео, которое было записано нашей группой муджахидов в Ингушетии.
Адам заявляет абсолютно нагло и лживо, что эта запись была сделана в Украине. Я вот сейчас говорю вам, что я не представляю себе ситуации, когда вот я, находясь в Шуре, и мне вот чешут на ухо. Говорят, что там снято, я даже знаю место, где это снято. И вот Ансар прилюдно всех сидит, обманывает, или одного меня дурачка делает. Это исключено. Это было обсуждено. Мало того, я был, кстати говоря, в числе людей, которых очень настойчиво Ансара требовал показать людям что-то из дел наших людей, чтобы люди понимали, что кто-то есть не где-то в Украине, не где-то в Сирии, а именно в Ингушетии. Есть наши люди. Я был из числа людей, которые настойчиво требовал этого от Ансара. По разного рода причинам это отдалилось от сроков, которые были изначально поставлены, для того, чтобы максимально обезопасить людей. И, конечно же, я за. Я был за, остаюсь за и всегда буду за то, чтобы всегда заботиться максимально возможным образом о безопасности людей и уменьшать их риски. Это было сделано максимально четко. Никто не смог этих людей впоследствии обнаружить. И операция была сделана качественно. Мы себя показали, и никто впоследствии не пострадал от этого. Алхамдулиллахи Роббил Алямин. Вот это вторая ложь, о которой я откровенно могу сказать, что Адам буквально лжет в этих, как минимум, двух вещах. Обо всем остальном я говорить не буду, но здесь я решил высказаться, потому что, во-первых, сам для себя посчитал необходимым это, и, во-вторых, мне люди пишут: Руслан, правда ли это, правда ли то? Я не могу клясться Аллахом, что вот все, что он сказал, является ложью. Но то, что я знаю, не доверяясь кому-то, а то, что я слышал, в чем я принимал участие, непосредственно я сказал. И, конечно же, на завершение вообще для обладателей разума должно быть понятно, что из себя представляет Адам, что он из себя представлял до вступления в джамаат, как он себя культурно, адекватно вел во время своего пребывания в джамаате, насколько он неадекватным стал после того, когда он ушел. Все это, в принципе, для нормально здравых людей должно говорить о цене слов людей. Поэтому, а тот, для кого этого мало, тот, кто хочет довериться, несмотря на то, что я говорю ему, то все дороги открыты, и значит, души подобны воинам, как мы знаем. Каждый тянется к себе подобному. Под конец этого видео мне придется высказаться и в отношении той лжи, которую Адам Аушев выливает на амира джамаата Кин Ансара Гархва. Я не был знаком с Ансаром до того, как я вступил в Кин. Я с ним познакомился в процессе. И в процессе, конечно же, узнал человека, потому что это сотрудничество длилось годами. И по сегодняшний день я нахожусь с ним на связи. Нахожусь с ним на связи, несмотря на определенные терки, которые между нами были. Но мы, как и подобает настоящим братьям, во-первых, не выносим это все наружу, а во-вторых, преодолеваем какие-то затруднительные места, которые бывают между нами. Это хороший пример для подражания. Затем, вот за все эти годы Адам Аушев обвиняет Ансара серьезно вот в двух вещах. В том, что Кин, соответственно, Ансар является яхудскими там что-то там. И значит, что какие-то финансовые аферы, финансовые схемы, финансовые какие-то прибыли и т.д. и т.п. Адам, который получал зарплату, Кин. Адам, которому снимали комнату для того, чтобы он жил там себе. Вот этот Адам сидит и обвиняет Кин там в чем-то. Это о благодарности. А в отношении финансовых дел в Кине я неоднократно обращался к ингушам
с просьбой помочь джамаату, именно потому, что я очень хорошо осведомлен о том, что с этим есть большие проблемы. И именно потому, что я осведомлен, в том числе и о том, как Ансар Гархуа, жертвуя своей семьей буквально, жертвует своим имуществом в деле, груз которого он взялся тянуть. Вот он его тянет, как может. Тянет с большими убытками для себя. И вместо того, чтобы отдать ему должное в этом, наш герой откровенно, зная, что он лжет. Что касается там яхудских подстилок и т.д. и т.п., то, конечно же, это ложь, потому что он прекрасно знает, что как только начался конфликт, Кин занял однозначную позицию, кстати, с которой я в кое-каких формулировках не был согласен, но опять-таки, будучи пресс-секретарем, Кин зачитал заявление, которое Кин сделал. И с этой позиции Кин не сдвинулся по сегодняшний день. И Кин был джамаатом, который от себя организовал сборы. Даже не сборы, а сам пожертвовал в Палестину, если я не ошибаюсь, $10 тысяч. Сам нуждаясь в этих деньгах, конечно. А во-вторых, позже с Европы люди через Кин организовали, в котором участвовали и чеченцы, и ингуши, и я не знаю, другие или народы участвовали в этом, но чеченцы и ингуши через Кин сделали пересылку денег в Газу. Вот такие подстилки яхудов. Что касается сотрудничества с Украиной, то в отношении позиции Украины также в комитете, опять же, при мне были сделаны соответствующие заявления, в которых прямо говорилось о том, что мы не согласны. Тогда еще мы не согласны с позицией официальных властей Украины. И на этом остались. Никто с этого не сдвинулся. Никто никакие подвижки в этом вопросе не сделал. Поэтому вот такие яхудские подстилки. Это говорит только об очевидном лживом состоянии Адама Ауша. Далее уже персонально по Ансару Гарху. Я застал этого человека ответственным человеком. Очень ответственным, настолько ответственным, что человек пытается все контролировать и за все нести ответственность. До такой степени, что, конечно же, подобное состояние человека его перегружает психологически. Раз. Два. Я застал его очень разумным, глубоко мыслящим человеком. Потому что, может быть, это кому-то и не понравится, но ранее я, например, никогда не примыкал к различным джихадистским группам, именно потому, что видел определенные проблемы в аналитике у этих людей. И эту аналитику я увидел в Ансаре. И именно поэтому я вступил в этот джамаат. Три. Как я сказал, я увидел этого человека тратящего, жертвующим на пути, по которому он взялся идти, свои собственные деньги, нуждая в то время, когда его семья нуждается в этом. И я свидетельствую об этом. Потому что я говорю здесь, зная предмет, о котором я говорю. И Ансар, в отличие от Адама Аушева, мной никогда, ни разу не был увлечен во лжи. Этот человек правдив в моих глазах. И надежен в передаче, в сведении, в доверении чего-то. Ну, вот такая картина. У нас есть вот Ансар, которого я в своих глазах описал вот так. У нас есть Адам Аушев, которого лично я могу обвинить в откровенной лжи по многим вопросам. Это то, что я могу обвинить в лжи. Джамаат говорит, что он еще по каким-то своим вопросам может показать, выявить его ложь. Но это то, в отношении чего я лично засвидетельствовать не могу. Поэтому я коснулся лишь того, в отношении чего я могу сам засвидетельствовать. Как перед людьми, так и, главное, конечно же, перед Аллахом в день суда. На этом все. Пусть Аллах
укрепить нас на следовании истины. Ну и, конечно же, я искренне желаю, чтобы любая ложь выявилась, и ее носители были унижены в обоих мирах. Я искренне этого желаю. Аминь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.